5 пожаров у минулые выходные на территории в области зарегистрировали супрацоўнікі МНС. Пошкоджено 2 побудовы, ахвяр няма. Так, 14 листопада у Жабинцы отбылся пожар у легковым автомобиле, приналежности якого высвятляется. В результате огнем повреждено покрытие заднего пассажирского сидения. Причина пожара устанавливается. 15 ноября в 12:00 малорисским спасателям поступило сообщение о загорании зданий магазина на территории международного пункта таможенного оформления в агрогородке Макраны. По прибытию к месту вызова огнеборцев было установлено, что произошло загорание на балконе двухэтажного здания магазина. Пожар был ликвидирован до прибытия подразделения МЧС, работниками строительной организации, которые проводили там работы по укладке битумной кровли. Не обошлося на минулых выходных без аварий на дороге. Зафиксовано одно дорожно-транспортное здарэнне у Ляхавіцкім районе. У выніку один человек атрымаў травмы. Проводится проверка. 14 ноября около 18:30 часов 47-летний водитель мотоцикла, не имея права управления транспортным средством, по предварительной информации, в результате неправильно выбранной скорости движения не справился с управлением, съехал влево по ходу движения кювет, где произошло опрокидывание мотоцикла. Установлено, что мужчина передвигался на транспортном средстве без мотошлема. А вось у Брэсце подлетки подобрали ключ и угнали со стоянки у дворы дома автомобиль. С заявой об зникненні Audi 80 у Московский районный отдел внутренних справ звярнуўся брэстаўчанін. Увечары таго ж дня кинутый автомобиль выявили супрацоўнікі ДАИ. Оперативники установили особы угоншчыкаў. Двое навучэнцаў 14 и 15 гадоў. Высветлілася, что у одного з подлеткаў был ключ от Audi. Школьникам пришла идея проверить, ці падыдзе ён да аналагічнай модели авто. У одной из припаркованных машин замок дзверы открылся. Угоншчыкі выехали на дорогу, але праз 500 метров наехали на бордюр. Автомобиль заглух. У зробленым непаўналетнія прызналіся. Следчыя далі правовую ацэнку дзеянням фігурантаў. Усяго за мінулыя выходныя праваахоўнікі зарэгістравалі 32 злачынствы. Так, у Кобрыні, дзе знайшлі амаль 14 тысяч фальшывых рублёў, быў затрыманы іх вытворца. Аператыўнікі раённага і абласнага падраздзялення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі выйшлі на 21-гадовага казахстанца. Менавіта ён вырабляў з дапамогай лазернага прынтера партыю фальшывак. Сбывать купюры молодой человек начал в декабре прошлого года на рынках города Бреста. В качестве продавцов выбирал людей пожилого возраста. С февраля по сентябрь нынешнего года иностранец уезжал из страны, поэтому фальшивки находились вне оборота. Дома у задержанного сотрудники обнаружили также пресс-формы для чеканки монет Национального банка Республики Беларусь номиналом 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за изготовление, хранение и сбыт фальшивых денег. У апошні час пачасціліся выпадкі парушэння мытнага заканадаўства вадзіцелямі грузавых транспартных сродкаў, якія ажыццяўляюць міжнародную перавозку грузаў. За мінулыя выходныя супрацоўнікі брэсцкай мытні выявілі 45 адміністрацыйных правапарушэнняў на мяжы. Так, в пункте пропуска Козловичи 39-летний житель Гродненской области, управляя автомобилем ДАФ, сокрыл от таможенного контроля в специально оборудованных тайниках партию продуктов питания. В связи с сокрытием товара в тайниках изъят грузовой автомобиль 2014 года выпуска. По данному факту Брестской таможне ведется административный процесс.